В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лоло. Здравствуйте. Абхазия в ожидании грандиозного спортивного праздника. Остается совсем чуть-чуть до начала красочной церемонии открытия чемпионата мира под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (КОНИФА). В шоу на стадионе «Динамо» в Сухуми будут задействованы около 200 человек, не считая многочисленных волонтеров. Церемония посвящена легендам, мифам, истории Абхазии и истории абхазского футбола, которому более 100 лет. В чемпионате участвуют сборные Абхазии, острова Чагас, Западной Армении, Курдистана, Сикийского края, Союза корейцев в Японии, Северного Кипра, Падани, Рецы, Пенджаба, Лапландии и Сомалиленда. Игры чемпионата начнутся с 29 мая и будут проходить на 2 стадионах – в Сухуми и Гагре. Финальная игра чемпионата состоится 5 июня. О празднике футбола и о том, какие шансы у абхазской сборной, мы поговорим с заместителем председателя Госкомитета по физической культуре и спорту Рафаэлем Ампар. А пока напомним о том, что еще интересного произошло на этой неделе. Все ключевые события этой недели связаны с чемпионатом мира по футболу по версии КОНИФА, который будет проходить в Абхазии с 28 мая по 6 июня. В сборную команду Абхазии вошли игроки футбольных команд Сухума, Нового Афона, Гагры. Всего в сборной 22 игрока. 7 из них приглашены из Москвы и Краснодарского края специально для участия в чемпионате. Накануне открытия чемпионата президент Рауль Хаджимов встретился с игроками и тренерским составом сборной республики и пожелал футболистам успехов. На пресс-конференции, посвященной подготовке к чемпионату, представители оргкомитета сообщили журналистам, что все сборные и участники подтвердили свой приезд. Это порядка 350 человек. Всего на стадионе «Динамо» в Сухуми 4000 сидячих мест. Сценарий церемонии открытия чемпионата состоит из нескольких блоков – исторического, фольклорного, эстрадного, театрального и танцевального. В нем задействовано 200 человек, не считая волонтеров. Чемпионат будут освещать более 100 журналистов ведущих мировых СМИ. МИД Абхазии прокомментировал высказывание заместителя министра связи и массовых коммуникаций России Алексея Волина, сделанные им во время встречи с руководителями СМИ Абхазии. В документе отмечается, что в ходе встречи господин Волин позволил себе ряд некорректных высказываний. Так, отвечая на вопрос журналиста о том, почему некоторые российские СМИ в своих публикациях столицу Абхазии называют Сухуми, а не Сухум, господин Волин сослался на некие нормы русского языка, которые он считает важнее, чем, как он выразился, хотелка даже дружественного государства. Эти и подобные высказывания, по мнению Министерства иностранных дел Абхазии, далекие от высоких норм литературного русского языка, в устах заместителя министра связи и массовых коммуникаций России не могут не вызывать крайнего недоумения. Министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикбан 25 мая встретился с сопредседателями женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ООН, ЕС и ОБСЕ Гербертом Зальбером, Анти Турунаном и Гюнтером Бехлером. Обсуждались вопросы подготовки к очередному раунду женевских дискуссий, возобновления работы механизма по реагированию и предотвращению инцидентов в городе Гал, а также инцидент, произошедший 19 мая на контрольно-пропускном пункте Набакия на абхазо-грузинской границе между военнослужащим погранотряда СГБ Абхазии и гражданином Грузии. Глава внешнеполитического ведомства Абхазии подчеркнул, что инцидент не должен помешать переговорам в Женеве или гальским встречам, которые абхазская сторона считает очень важными. 36-я встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты состоялась 27 мая в городе Гал после 4-летнего перерыва. Как и ожидалось, основной темой переговоров стал инцидент между военнослужащим Абхазии и гражданином Грузии. Грузинская сторона передала участникам встречи материалы расследования и видеозапись инцидента. В целом встреча прошла в конструктивной атмосфере. Стороны договорились о проведении следующей встречи в городе Гал 6 июля 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Абхазии. Исполнение республиканского бюджета за 2015 год обсудили и приняли депутаты на очередном заседании сессии парламента в среду. Также были утверждены законопроекты об исполнении бюджетов за 2015 год внебюджетных фондов пенсионного, инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, дорожного, социального страхования и охраны труда, обязательного медицинского страхования. Депутаты утвердили годовой отчет Национального банка за 2015 год. Сильный ливневый дождь 24 мая подтопил улицы в Сухуми. Из берегов вышли реки Басла
Весла, Сухумка и другие мелкие речушки. Из центральных улиц города сильнее всего пострадали Гумская, Пушкина, Лакоба, Званва. Канализационные системы не справились с большим обилием воды. С раннего утра коммунальные службы города совместно с сотрудниками МЧС приступили к ликвидации последствий стихии. Была задействована вся имеющаяся спецтехника. Ущерб, нанесенный стихией, еще предстоит подсчитать. Для ликвидации последствий ливневых дождей 26 мая в Сухуме был проведен субботник. За веники и грабли взялись жители города, служащие, депутаты. На уборку вышли практически все сотрудники Кабинета министров и администрации президента во главе с президентом и премьер-министром. Они убирали нанесенные дождевыми потоками грязь и мусор, проводили обрезку кустов и деревьев. На очередном заседании Кабинета министров в пятницу члены правительства одобрили, в частности, концепцию развития культуры Абхазии до 2025 года, рассмотрели кадровые вопросы и приняли перечни технологического оборудования, а также сырья и материалов, которые освобождаются от налогообложения. От НДС предложено освободить сырье и товары агропромышленного комплекса, необходимые для производства продуктов питания, перерабатывающей, деревообрабатывающей и легкой промышленности. На этой неделе депутаты собраний 4 районов республики дали согласие на назначение глав администрации. Депутаты Сухумского районного собрания одобрили назначение главой администрации этого района Беслана Авицба. Открытым голосованием депутаты собрания единогласно приняли решение о даче согласия на назначение Хрипса Джапуа главой администрации Чимчирского района. Кандидатура Аслана Барателия одобрена депутатами Гулрипского района на должность главы этого района, а кандидатура Заура Бганба одобрена местными депутатами на должность главы Гагрского района. Депутаты собрания города Новый Афон также дали согласие на назначение главой администрации города Феликса Даутия. Напоминаем, согласно новому законодательству, главы администрации городов и районов назначаются президентом по согласованию с городским или районным собранием. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. А сейчас поговорим о чемпионате мира по футболу среди непризнанных команд, о празднике футбола и о том, какие шансы у абхазской сборной. У нас в гостях заместитель председателя Госкомитета по физической культуре и спорту Рафаэль Ампар. Здравствуйте, Рафаэль Шлатерович. Здравствуйте, Елена. Совсем скоро начнется торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу по версии КОНИФА. Абхазия с нетерпением ждет начала спортивного праздника. Кстати, сколько по времени будет длиться церемония открытия? Ну, во-первых, очень приятно и очень хорошо, что Абхазия с нетерпением ждет этого праздника. Это на самом деле праздник, это очень позитивное действие, связанные, в частности, с футболом, со спортом, но, в принципе, я считаю, что нашему народу нужно тоже когда-то иметь возможность радоваться и получать определенное удовольствие от жизни. А что касается церемонии открытия, ну, насколько я знаю, планируется, что временной отрезок – это 1,5 часа. Довольно насыщенная программа, я не буду раскрывать секреты, как говорится, всего сценария, но думаю, что народу понравится. И те, кто придет на стадион, и те, кто будет смотреть в эфире абхазского телевидения, я думаю, получат очень хорошее впечатление. Давайте немного поговорим о Конфедерации независимых футбольных ассоциаций КОНИФА. В эту организацию вошли спортивные команды тех стран, которые официально не входят в ФИФА. Проводится КОНИФА, в отличие от официального Кубка мира, не раз в 4 года, а каждый 2-й год. Сухум стал местом проведения чемпионата после того, как власти Венгрии отказали абхазской команде во въездных визах. Скажите, что вам известно об этой конфедерации? Когда был проведен первый чемпионат? Где был проведен первый чемпионат? Немножко историю конфедерации вы можете нам рассказать? Ну, немножко, именно что немножко. Я расскажу то, что знаю. Ну, во-первых, с ФИФА, конечно, сравниваться пока очень сложно. Может быть, даже и не нужно. Международная федерация футбола организовалась очень давно, и в нее входит очень много стран. И, в принципе, все болельщики футбола знают, что ФИФА является главным органом вообще в мире футбола. Да, мы недавно знаем, что президент Федерации мировой поменялся, сейчас уже другой человек. И, конечно же, ФИФА проводит большую работу в различных странах мира по развитию и пропаганде именно игры в футбол. Что касается КОНИФА, это другая организация, европейская, образована она, в общем-то, в Швеции, насколько я помню, в 2014 году. Кто был главным инициатором или идейным, как говорится, человеком в организации КОНИФА, я, право, не знаю, но
видимо, была подготовлена определенная почва для того, чтобы данная организация могла как-то создаться. Дело в том, что многие, как говорится, футбольные федерации или же ассоциации в мире не входят в Международную федерацию футбола, ФИФА. Также они не входят в УЕФА, также они не входят в КОНИФА, то есть не в КОНИФА, а есть КОНКАФ, еще такая организация футбольная. То есть в связи с тем, что не удавалось многим этносам, народам и, может быть, даже государствам войти пока в ФИФА, да, думаю, что была создана вот такая именно организация, которая смогла объединить другие футбольные, скажем, команды, сборные команды. И начать которые проводить... тоже имеют право играть, проводить Конечно. футбол на таком большом Конечно, уровне. вообще все люди на земле имеют право играть в футбол. И каждый имеет право выбора на самом деле. И даже Олимпийская хартия гласит о том, что каждый человек свободен выбрать, да, заниматься ему физической культурой или не заниматься. Играть ему в футбол или заниматься вольной борьбой, заниматься легкой атлетикой, ну и так далее, и так далее. Но, к большому сожалению, не хочу сейчас особо связать это с политикой, хотя эта сторона тоже присутствует, то бишь есть народы, которые не имеют возможности пока юридически выходить на официальные международные соревнования. В том числе как бы чемпионат Европы и чемпионат мира по, как говорится, версии ФИФА или же УЕФА. И потому данная организация КОНИФА объединяет на сегодняшний день, по-моему, более 30 стран. Страны или же это этносы, или же это территории, или просто определенные народы, живущие в каких-то уголках земли. Да. Но также, которые желают встречаться, желают играть в футбол, дружить, ну и все, что с этим связано. Вот на данный момент мы сейчас в Абхазии будем проводить этот чемпионат мира. К нам же приезжают с различных материков, правильно же? С различных полушарий нашей земли. Это, в принципе, нормальное действие. Я думаю, что оно и должно быть. И слава Богу, что нашлись такие люди, которые создали такую организацию, которая уже провела первый Кубок мира в Швеции, где участвовала наша сборная Абхазии. Ну, я думаю, что на первый раз выступление нашей сборной тоже достаточно хорошим было. Они не заняли, конечно, призовое место, но так или иначе они показали, что абхазские футболисты тоже умеют играть в футбол. Далее чемпионат Европы в Венгрии, куда, как говорится, абхазскую команду не пустили. Я право не знаю, нам было отказано в визах. Здесь я не думаю, чтобы это был спортивный мотив. Скорее всего, это был какой-то другой мотив. Да, но так или иначе, вообще дорогу пробивать всегда сложно. И в плане футбола тоже, и в плане других видов тоже сложно. Мы же знаем, что у нас есть хорошие спортсмены в разных направлениях. Да, есть борцы хорошие, есть боксеры хорошие, есть дзюдоисты, есть самбисты, есть и, в общем-то, и баскетболисты у нас неплохие, и волейболисты, в том числе и футболисты. Но пробиваться на международную официальную арену крайне сложно. Здесь решает и Международный олимпийский комитет, и мировые федерации по видам спорта. К сожалению, пробиваться туда нам пока крайне тяжело. Не получается, скажем так. Но за последние лет 10 наши некоторые абхазские федерации по видам спорта сумели пробиться в те международные федерации, которые не так консервативны, скажем. Это какие? Например, восточное единоборство. Если иметь в виду карате, шотокан, то мы входим в мировую федерацию. Если иметь в виду федерацию домино, то мы туда тоже входим. Одно время мы входили в федерацию бильярда. Мы входим в федерацию панкратиона европейского. Но по большому счету панкратион у нас мы выставляли пару раз на Кубке Европы нашу сборную по панкратиону. Но как-то потом немножко сдали позиции свои, скажем так. Но что касается футбола, если возвращаться снова к футболу, да, то это самый массовый вид спорта в Абхазии. У нас очень много мальчишек занимаются этим видом спорта. У нас есть даже и девчонки, которые хотят этим заниматься. У нас даже была команда, даже две команды. Одна была сухумская команда, другая бзыбская команда, которые между собой соревновались и даже выезжали в Краснодар на матчевые встречи. Но везде нужны люди, фанаты своего дела. Ну и плюс еще другие люди, которые помогают этим фанатам. Для того, спонсоры, естественно. Да, назовем их спонсорами.
Можно их назвать меценатами, но таковых у нас, к сожалению, пока не так много в нашей стране. Но так или иначе они есть. Да, и поэтому они стараются оказывать всегда поддержку. Но большую часть, конечно, расходов здесь несет на себе государство. Да, сложно развивается наша страна, но тем не менее нельзя не развивать и физическую культуру и спорт. Это прежде всего здоровье нации. Вернемся к чемпионату, к сегодняшнему мероприятию, которое открывается. По итогам жеребьевки сборная Абхазии вошла в группу А, где сыграют вместе с командами из Западной Армении и острова Чагас. Какие шансы у абхазской сборной, вы можете сказать, по вашему мнению? И вообще, кто, по вашему мнению, фаворит этого чемпионата? В связи с тем, что, в принципе, всего 2 крупных соревнования проведено КОНИФА, да, и исходя из того, что, в принципе, пишут в прессе, или то, что помнят наши еще футболисты, которые ездили в Швецию, то, скорее всего, что команда, выходцы из Западной Армении, я думаю, что имеют сбалансированный состав. То есть там собраны ребята, которые играют в различных клубах Европы. Да. Ну, это может быть не премьер-лиги, скажем, там, Англии, Франции, ну, я имею в виду высшие дивизионы их. Может быть, это классом пониже. Но, тем не менее, там футбол развит очень хорошо. Возьмите ту же Бельгию или Швейцарию. Да. И многие из этой команды играют в этих клубах. Я также бы сказал, Лапландия, например. Это ребята, которые играют в чемпионатах Норвегии, Финляндии, Швеции. Возможно, есть более сильные там игроки, есть менее, как говорится, сильные. Но, тем не менее, я думаю, что одна из тех команд, которые покажут хороший футбол. Есть команда по Дании. Это часть Италии. Да. А вы сами знаете, итальянский чемпионат, он на самом деле всегда был серьезный, всегда очень силен. Там очень много лиг. Это у нас в Абхазии, к сожалению, 1 лига. В таких странах, как Италия, Англия, Франция, там по 4, по 5 лиг. Поэтому я думаю, что фаворитов назвать крайне сложно. Я причисляю к сильным командам и сборную Абхазии тоже. Потому что как она формировалась? Вы можете сказать, какие игроки вошли в сборную Абхазии? Ну, вообще, если логически так мыслить, то в сборную Абхазии должны попадать наиболее сильные футболисты. Но бывает такое, что это же футбол, это спорт, бывают травмы различные, бывает человек физически не смог себя подготовить, ну, функционально, скажем. Может быть, рецидив какой-то старой травмы, как говорится, проявился. Поэтому в нынешнем составе, возможно, есть и такие ребята, которые не попали в окончательный состав, но, тем не менее, они, в принципе, не слабее некоторых. Но в данном случае просто их физическая форма и, как говорится, готовность просто чуть ниже. Ну, бывает так. Но формирует сборную, это всегда главный тренер и его помощники. Главным тренером сборной Абхазии является Кварацхелия Джума Васильевич. Он уже не 1-й год тренер сборной. И, в принципе, в Швецию команду тоже, он там, и еще Александр Сергеевич Тумасян ему помогал. И команда, в принципе, хорошая была и в Швеции, я думаю, что она будет хорошая и сейчас. Но, к сожалению, некоторые футболисты наши же не смогли приехать из российских клубов. Ну, своя специфика, потому что они там заняты, или же, может быть, клуб их не отпустил. Но состав сборной, я думаю, должен выглядеть неплохо. Понятное дело, конечно, сейчас они переживают, волнуются ребята. А ребята это в основном молодые ребята. И тем более, если соревнования проходят на их родине, да, в своей стране, это всегда определенная ответственность, скажем так. И некоторые, скажем так, стресс небольшой. Но я думаю, что с первого свистка, судьи, этот стресс потихонечку пройдет. Будем надеяться. Я с удивлением прочла информацию о том, что в судейскую коллегию, которая будет обслуживать игры чемпионата, не вошли абхазские судьи. Почему так вышло? С чем это связано? Пусть для вас и для других не будет это большим удивлением, потому что для того, чтобы были абхазские судьи, их надо воспитывать, их надо иметь, как говорится, да, и учить. У нас, к сожалению, судейский абхазский корпус уже, думаю, что лет 5 как по большому счету не функционирует.
Да, у нас есть ребята, слава богу, они сейчас появляются потихонечку. Кто-то с Украины к нам приехал, кто-то из местных ребят, молодых, теперь уже как бы потихонечку увлекается этим делом. Но для того, чтобы судьи у нас появлялись, во-первых, мы должны сами в своем внутреннем чемпионате навести более жесткий порядок. И если наши болельщики не дают возможности судье судить, да, если они ему угрожают. Да, были такие инциденты. Конечно, были. И в прошлые годы были. Сейчас, слава богу, в меньшей степени, но они все-таки остаются. Если футболисты сами не ведут себя дисциплинированно, а это уже зависит и от руководства клубов тоже, то наш человек не захочет судить. Поэтому последние 2-3 сезона, если даже не более, игры чемпионата Абхазии по футболу в основном обслуживают ребята с Краснодарского края, с Ростовской области, с Луганской Народной Республики. Мы их приглашаем. Да, это, конечно, выходит дороже на самом деле. Но так или иначе, все-таки это квалифицированное судейство. Да, а мы пока в этом плане выпадаем. Поэтому и на чемпионат мира мы, конечно, абхазская сторона пригласила. 6 судей будут представлять абхазскую федерацию. Но это не граждане Абхазии, скажем так. Сейчас членам сборных команд нужно тренироваться. Хватает ли площадок? Если иметь в виду как площадка, то у нас, слава богу, площадок сейчас по Абхазии много. Эти мини-футбольные площадки, да, с искусственным покрытием, они есть. Но для тренировок больших команд, большого футбола, эти площадки не подходят, конечно. А вот им сейчас приходится тренироваться ребятам, которые, футбольным клубам, которые уже приехали, они тренируются на стадионе в Учхозе. Да. И, естественно, нам сейчас уже более-менее мы отрегулировали график тренировок, потому что многие, кто-то прилетел вчера ночью, кто-то вчера вечером. Мы же не знали, как они захотят. Поэтому сейчас в таком режиме, да, очень быстром, шустром, стараемся им какой-то график тренировок создать. То же самое и в Гаграх. Потому что те ребята, что живут в Гагре, тоже имеют одно футбольное поле. Это то футбольное поле, на котором, в принципе, будут проходить игры чемпионата мира. И поле вообще желательно подготовить к первым играм, и там вообще не тренироваться, конечно. Но получается то, что получается. То есть, если мы стадион городской «Динамо» туда не направляем футболистов, а направляем их в Учхоз, на тот стадион, то в Гаграх это не удается, к сожалению. Естественно, могут быть небольшие недоразумения с клубами, которые сюда приехали. Но по большому счету у нас с искусственным покрытием только эти стадионы, других у нас нет. А дело в том, что у нас еще есть травяные поля, их тоже, к сожалению, раз-два всего лишь. Но любой футболист, если он будет завтра играть на искусственном покрытии, он постарается на естественный газон не выходить. Потому что там по-другому мышцы работают. Да. Но я думаю, что еще сегодня мы поработаем конкретно с тренерами команд и постараемся... Чтобы составить такой удобный, сбалансированный график. Да, более сбалансированный график тренировок для их футбольных команд. Ну а также еще же сами игры чемпионата. Поэтому команда, которая в принципе будет играть днем, она, скорее всего, тренировку не захочет. А утром тем более не захочет, если играть утром. Но легкая разминка, конечно, им нужна. Без проблем ли сборные заезжали через абхазо-российскую госграницу? Возникали ли проблемы с визами, с получением абхазских виз? Насколько у меня есть информация, не было проблем с получением виз. Да. И все команды, кто, в общем-то, с нами был на связи, они нас предупреждали. Единственное, когда у них вылет, когда прилет. Да, в этом плане нам очень сильно, конечно же, помогает и будет помогать Министерство по туризму, плюс, конечно, и служба МВД Абхазии. В этом плане пока нареканий нет. То есть мы успеваем встречать все команды, и, как говорится, машины ГАИ, и автобусы в этом плане, да, сопровождают, все хорошо. А с размещением, с питанием, все ли в порядке? Вы общались с членами сборных? Как вот с этой ситуацией? Вот не дали, как вчера вечером я пообщался там с командой, через переводчика, конечно, с ребятами из Курдистана. Вначале, конечно, им не совсем было приятно то, что им подают, скажем, в столовой.
Дело в том, что они же иначе питаются. Разные же люди приезжают к нам, исходя из того, что они привыкли есть. Да. Но все же они выделили своего человека, да, который как бы уже вместе с нашими поварами, они там изменили немного меню, да, и уже, в принципе, жалоб особо не поступало. Что касается команд, которые в Гаграх находятся, ну, тоже были некоторые нарекания, но, в общем-то, к европейской пище многие из них привыкшие, да. Национальную нашу, может быть, не особо воспринимают, но пока как бы по желанию. Если кто-то хочет нашу национальную кухню, тогда ему это предлагают. Но в основном, то есть особых пока нареканий нет. Что касается границы, я как бы тот вопрос хотел бы ответить. Здесь огромное спасибо всем тем, кто, в общем-то, задействован в этом, как с российской, так и с абхазской стороны. То есть здесь, в общем, никаких проблем по прохождению границы пока не было. Кстати, а культурная программа предусмотрена для команд? Ну, знаете, как культурная программа, скажем, по мере поступления. Потому что команды, в общем-то, приехали сюда играть в футбол. Да. И если, естественно, через наших волонтеров, через переводчиков, мы стараемся у них узнать, когда у них будет выходной день. Вообще расписание составлено так, на определенных этапах, что какая-то команда будет отдыхать. Да. Ну, 1, 2, 3 бывает в день отдыхают. То есть, если они в эти дни захотят поехать, то Министерство по туризму сказало, что они готовы провести экскурсию по Абхазии. Вы, если я не ошибаюсь, футболист с 20-летним стажем. Ну, нет. Ошибаетесь. Футболист, но не с 20-летним стажем. А нет, я играл недолго. Сколько вы играли сам? Ну, в принципе, в футбол играю и по сей день, так, для себя. Но если иметь в виду более серьезное занятие футболом, это где-то с 12 лет до 22. 10 лет, можно сказать, что я играл, да. Ясно. Абхазия тоже славится знаменитыми футболистами, которые играли в сборных во времена Советского Союза. Да. Давайте поговорим об абхазском футболе, о том, как он зарождался. Ему было недавно 100 лет. Вот. Ну, да. Насколько... Мне где-то попалась информация о том, что еще в дореволюционной Абхазии, в Сухуми, в 1910 году местные любители футбола играли с моряками с кораблей, которые приезжали с разных стран. Вот давайте поговорим о том, как зарождался абхазский футбол. Ну, откровенно говоря, когда все же мы стали понимать, что скоро 100-летие абхазского футбола, да, тогда президентом Федерации футбола, ну, абхазской, я имею в виду, Леонид Юрьевич Зябшипа был. И мы решили как бы к этой дате обязательно выпустить журнал, скажем. Предполагали какую-то книгу, конечно, но для книги это очень много материала нужно было собрать. Да. И время тоже не особо много было у нас. Ну, то есть мы смогли собрать то, что смогли собрать. Многие, конечно, материалы не вошли в тот журнал, который называется «100 лет абхазскому футболу». Но слава богу, что у нас, как бы сказать, были журналисты, которые сумели оставить или сохранить газеты, какие-то вырезки, фотографии, где мы видим, что футбол в Абхазии на самом деле начал зарождаться в начале 20 века. Это 1907-1908 года. Конечно, приезжали к нам тогда моряки, и, в общем-то, они показали игру в футбол, как бы, да, во всяком случае, в городе Сухум. Но, видимо, и у нас когда-то, у абхазского народа, были игры в мяч, которые, в общем-то, позволили нашим как-то быстренько адаптировать этот футбол к нашим реалиям, и уже, как бы, стали появляться команды 1908 года. Была такая команда «Пришел, увидел, победил», если переводить, да, на русский язык. Вичи, да. Была команда еще красная, я боюсь ошибиться, но «Красный маяк», что ли, такая команда была. То есть названий очень много было, и начиная с 1913 года они уже начали проводить, скажем, такие официальные игры. Да, но это, конечно, дореволюционное время, и много команд появлялось тогда в Абхазии, но особенно, конечно, вот в городе Сухуме, в окрестностях города. Ну а к 1925 году, да, мы уже здесь начали проводить свой внутренний, как говорится, ну, такое первенство, назовем это так. То бишь это был не чемпионат Абхазии, но первенство как бы тех команд, которые в принципе уже в Абхазии были созданы. Исходя из этого, значит, у нас
На самом деле плеяда очень замечательных футболистов выросла. Здесь, как вы понимаете, люди многих национальностей жили. И поэтому среди каждого народа хорошие футболисты вырастали. И среди греческого, да, населения, и абхазского, и армянского, и русского, и грузинского. Но мы можем вспомнить, конечно, наших самых-самых таких серьезных мастеров кожаного мяча. Это и Ниязи Зяпшипа, это и Владимир Маргани, это и братья Бумбуриди, Грамматикопула, Саркис Овивян. Я много могу называть фамилий, более 100, наверное, назовусь при желании. Это и Виталий Доросель, и Яхайк Свейба, ну, если иметь в виду уже 80-е годы, да, 90-е годы. То есть наши звезды, я имею в виду для абхазского футбола, очень часто попадали в состав сборной Советского Союза. Да, и была такая даже игра, когда в составе сборной Советского Союза вышло 5 игроков, которые имели как бы, ну, из Абхазии, скажем так. Это в одном матче среди 11 человек. 5 были выходцы из Абхазии. Ну, разные национальности, но все они были наши. То есть это тренерская школа была на хорошем, высоком уровне у нас? Ну, вы знаете, как здесь комплекс, честно говоря, скажем, таких хороших причин. Тренерская школа, безусловно, она была хорошая, но она сразу не стала хорошей. Для того, чтобы стать хорошим, нужно определенное время, нужно научиться. То есть у нас стали появляться хорошие клубы, местные клубы были неплохие. Даже стали приезжать советские клубы. Мы же помним, что и в 40-е, потом и в 50-е, в 60-е годы сюда приезжали команды из Москвы, из Ленинграда, из других городов России. И это же все как бы знания. Ты смотришь на них, смотришь, как они тренируются, смотришь, как они играют. Потом тренеры советских клубов делились впечатлениями как бы и своими знаниями с нашими тренерами. Это как бы еще один момент. Плюс как бы футбол вообще такая заводная игра. Много стало самих футболистов. А когда многие играют в футбол, тогда и есть отбор. Наиболее сильный, как бы, затем собираются более серьезный клуб, потом в сборную, скажем. Исходя из этого, как бы, развитие футбола идет. Плюс, я так думаю, что у нас и футбольных площадок было немало в Абхазии. Ну, раньше вообще любой пустырь могли использовать под игру в футбол. Но, тем не менее, видимо, в советские времена, да, и футбольные поля в Абхазии тоже строили. И сейчас вы можете проехать по многим нашим селам Абхазии, что в Ачимчирском районе, что в Гурьевском, что в Гудауском. И вы увидите, что там еще и старые футбольные поля. Да. Просто они не ухожены, заброшены, где-то уже перепаханы, скажем так. Но, в принципе, это были футбольные поля. Но и, конечно, немалое значение имеет то, что советский спорт и вообще советское государство направляло хорошие деньги в развитие физической культуры и спорта. Это давало тоже стимул, как говорится, работать людям в области спорта. На сегодняшний день что хочу? Чтобы мы чемпионат мира по версии КОНИФА провели на самом деле на хорошем уровне. Понятно, что для нас, для послевоенной Абхазии, вот в чисто футбольном плане, это наиболее крупное соревнование, которое мы проводим у себя. И хочется, чтобы все и болельщики, и просто, как говорится, не болельщики, но просто горожане, наши соотечественники себя старались вести хорошо, да, чтобы они понимали, что на них, в общем-то, смотрит и большая часть мира, потому что к нам предполагается, что более 60 журналистов только собираются приехать. Эта картинка футбольная пойдет как бы, через всякие различные связи и интернет. Я думаю, что просто многим будет интересно посмотреть не только футбол, но и как люди, живущие в Абхазии, относятся к футболу. И как они вообще выглядят и как себя ведут. Ну, вот чемпионат, я чуть-чуть немного вас подправлю, чемпионат будут освещать около 130 иностранных журналистов, то есть получается, что зрительская аудитория у чемпионата будет большая. И у нас есть, у Абхазии есть уникальная возможность продемонстрировать миру, что и мы на хорошем, высоком уровне можем проводить спортивные праздники. Да. Давайте пожелаем нашим спортсменам успехов, побед и будем с интересом следить за увлекательной игрой. Давайте, я с удовольствием согласен с вашими словами. Я желаю всем выступить хорошо, но победы желаю нашей сборной. Спасибо, что пришли в студию, ответили на вопросы. Спасибо и вам. До свидания.
До свидания. Уважаемые телезрители, я напоминаю, в студии был заместитель председателя Госкомитета по физической культуре и спорту Рафаэль Ампар. Мы продолжаем выпуск. Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял руководителя КОНИФА Пер Андерс Блинда. По словам Рауля Хаджимба, Абхазия задействовала все имеющиеся ресурсы для успешного проведения чемпионата. В свою очередь, президент КОНИФА выразил благодарность руководству Абхазии за проделанную подготовительную работу. Репортаж Нисвы Аршба. За несколько часов до открытия чемпионата мира по футболу КОНИФА президент Рауль Хаджимба принял главу Конфедерации независимых футбольных ассоциаций Пера Андерса Блинда и вице-президента Дмитрия Пагава. Глава государства приветствовал гостей и отметил, что усилия руководства страны были направлены на то, чтобы этот праздник спорта состоялся. Мы рады вас видеть здесь, мы рады видеть всех наших гостей, наши усилия были направлены на то, чтобы этот праздник состоялся. Для нас важно, чтобы все те мероприятия, которые будут проводиться в эти дни, прошли бы на достаточно высоком уровне. Мы сделаем со своей стороны все для того, чтобы праздник действительно состоялся для людей, которые принимают участие в нем, и для тех, кто здесь живет. И уверен в том, что победит сильнейший в этих играх. И кто бы это ни был, мы будем этих людей чествовать. Президент КОНИФА Пер Андерс Блинд выразил восхищение высоким уровнем подготовки чемпионата. Абхазия не просто справилась с организацией чемпионата. Она сделала это настолько превосходно, что мир должен об этом узнать. И мы для этого приложим все усилия, отметил он. Очень сильно удивлен, во-первых, организацией и тем, что он видит, что мы продвинулись вперед. То, что он видел, когда приезжал сюда вот осенью, и что сегодня он видел, на самом деле есть изменения. И то, что он видел вчера на генеральной репетиции на стадионе, он понял, что не зря сюда на самом деле приехали журналисты из всего мира. Рауль Хаджимба, в свою очередь, выразил уверенность в том, что расширение гуманитарных, культурных и спортивных связей будет способствовать информированности мирового сообщества об Абхазии. Я надеюсь на то, что вот эти мероприятия придадут еще большие возможности нашей стране для того, чтобы вот такого уровня соревнований состоялись бы в Абхазии. И о нас знали бы не только как о маленькой стране, у которой есть желание быть признанной, но и мы готовы и без возможности политического характера расширять свои отношения с миром и в спорте, и в культурных мероприятиях, в гуманитарной сфере. Я надеюсь на то, что это поймет все наше окружение. Рауль Хаджимба преподнес гостю подарок – абхазский национальный головной убор Ахтырпа. Пер Андерс Блинд поблагодарил президента Абхазии и пообещал вечером на открытии чемпионата быть в новом головном уборе. Спасибо. Нисва Аршба, Беслан Шхинджерия, Абхазское телевидение. Среди прибывших в Абхазию участников и гостей чемпионата мира по футболу по версии КОНИФА титулованные спортсмены различных видов спорта. Некоторые из них впервые в нашей республике. Для других же Абхазия – любимая страна. Премьер-министр Абхазии Артур Миквабиев встретился с представителями Мосгомспорта. Гости пообещали болеть за сборную Абхазии. Сурен Балачинский – двукратный чемпион мира по спортивному самбо. Абхазию любит с детства. Здесь родилась его бабушка, здесь прошли самые лучшие дни его детства. Приглашение участвовать в чемпионате КОНИФА Сурен принял с удовольствием. Говорит, будет держать кулачки за команду Абхазии и надеется увидеть красивую спортивную борьбу. Болеть, конечно, мы будем за наших ребят, за абхазов. Будем желать им, как говорится, спортивной фортуны, чтобы они достигли этого пьедестала, заняли первое место. Абхазия для меня является родным городом, родной республикой. Здесь прошло мое детство. И мы будем поддерживать, мы будем стараться болеть, мы будем рядом со спортсменами. Делегацию Москомспорта возглавляет олимпийский чемпион по вольной борьбе Вадим Богиев. В Абхазии он впервые, но много наслышан о нашей стране от друзей, которые часто посещают республику. Мы знаем, что это большая работа руководства, и здесь ценят спорт, любят спорт, и я думаю, все это идет во благо нации, во благо государства и становления молодого абхазского государства. Спасибо вам за приглашение.
Благодаря гостей за приезд Артур Миквабия немного рассказал о том, как развивалась Абхазия после тяжелой кровопролитной войны. Он раскрыл гостям и небольшие секреты церемонии открытия чемпионата. Сегодняшнее открытие – это начало. И еще раз я говорю, мы постарались показать и историю нашей страны, и историю развития спорта, и историю развития футбола, показать нашим гостям умение нашей молодежи, в смысле петь, танцевать красиво. Хотелось бы показать всему миру, что в Абхазии живут достойные люди. Артур Миквабия вручил гостям памятный фотоальбом Аяйра, посвященный 20-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов. От имени Алексея Воробьева, главы Москомспорта России, премьер-министру Абхазии был преподнесен подарок правительства Москвы. Это наш маленький подарок. Я понял, спасибо. Это займет достойное место. Представители Москомспорта будут присутствовать на церемонии открытия чемпионата мира по футболу КАНИФА. На чемпионате победит сильнейший, считают они. Спорт всегда был вне политики, и вашим спортсменам удастся с помощью руководства, раз вы организовали такое прекрасное мероприятие, удастся выйти на мировой уровень. А касаясь своего вида спорта, чему я больше рад, это мы видим и хорошо знаем ваших выдающихся борцов. Одного из моего одноклубника я могу привести в пример Дениса Царгуша, он тоже армеец, как и я. Так что я думаю, у вас большое будущее в спорте. На протяжении своего пребывания в нашей стране гости из Москвы будут активными болельщиками нашей команды и постараются не пропустить ни одну игру сборной Абхазии. Нисфа Аршбас, Тамур Гошба, Абхазское телевидение. Сотрудники пограничного управления ФСБ России в Абхазии отметили свой профессиональный праздник. Торжественные мероприятия, посвященные этому дню, прошли в Сухуми на аллее пограничников. Президент Рауль Хаджимба поздравил с профессиональным праздником российских военнослужащих и подчеркнул важность и нужность их работы в Абхазии. В этот день на аллее пограничников была установлена мемориальная плита подполковнику Центра специального назначения Абхазии Эдуарду Нерсисян, погибшему в январе 2015 года во время спецоперации в Галском районе вместе со своим российским коллегой Андреем Удальцовым. Сюжет Амры Амичба. В честь 98-й годовщины со дня образования пограничных войск Российской Федерации сотрудники погрануправления ФСБ России в Абхазии на торжественное построение собрались у аллеи пограничников в Сухуми. Здесь состоялось открытие мемориальной плиты подполковнику службы государственной безопасности Республики Абхазия Эдуарду Нерсисяну, который со своим российским коллегой, пограничником Андреем Удальцовым, был убит в ходе спецоперации по задержанию бандгруппы в Галском районе. На митинге, посвященном очередной годовщине учреждения пограничной охраны, начальник погрануправления ФСБ России в Абхазии Дмитрий Юдин отметил, что героическая летопись пограничных войск сформировала незыблемые традиции служения делу защиты рубежей государства. Помощь другу – это всегда ответственность, повышенная ответственность. Выполняя задачи по охране государственной границы Республики Абхазия, мы взяли на себя повышенное обязательство по обеспечению мира и благополучия братской Абхазии. Я должен заверить и руководство страны, и всех ветеранов, что мы будем делать и делаем, и будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы страна жила в мире и процветала. Президент Абхазии Рауль Хаджимба, поздравляя российских пограничников с профессиональным праздником, подчеркнул, что за прошедшие годы образования погрануправления ФСБ России в Абхазии ощутимы результаты работы российских пограничников совместно с абхазскими коллегами по охране рубежей Республики Абхазия. С Днем пограничников личный состав погрануправления, членов их семей и ветеранов поздравил посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев. Он отметил, что российские пограничники выполняют в Абхазии важнейшую политическую миссию. Вместе со своими абхазскими боевыми друзьями и коллегами они обеспечивают безопасность сухопутных и морских рубежей Республики Абхазия, тем самым создавая условия для созидательного труда абхазского народа, для укрепления суверенитета и независимости молодого абхазского государства, для наиболее эффективного развития стратегических российско-абхазских отношений.
Глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплия пожелал ветеранам-пограничникам здоровья, сотрудникам гордости за свою работу, успешного выполнения задач, а членам их семей, чтобы мужья и отцы живыми возвращались домой. Затем состоялось возложение цветов и венков к мемориалу погибшим пограничникам. Сотрудники погрануправления ФСБ России в Абхазии прошли торжественным маршем, выступили с показательной программой перед собравшимися. А выступление участников детского хореографического ансамбля «Абаза» и вокально-инструментального ансамбля «Гунда» понравилось и пограничникам, и членам их семей. Амра Амиджба Беслан Шхинджерия, Абхазское телевидение. На этом я с вами прощаюсь, а наш канал начинает прямую трансляцию торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу под эгидой КОНИФА. Смотрите прямо сейчас.